Мужская сборная России по гандболу со счетом 31-25 одержала победу над командой Словении во втором матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в Египте. Самым результативным игроком матча стал правый полусредний россиян Дмитрий Киселев, забросивший 6 мячей. В данный момент сборная России делит лидерство в своей группе с командой Белоруссии, набрав 3 очка. Словенцы идут на третьей позиции, имея в активе 2 балла. Квартет замыкает Южная Корея, не набравшая ни одного пункта. В следующем матче предварительной стадии российские гандболисты сыграют с корейцами. Баскетболисты Санкт-Петербургского «Зенита» на своей площадке выиграли у литовского «Жальгириса» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 77-65. Самыми точными в этом матче оказались игроки «Зенита», форварды Матеуш Панитко и Артурас Гудайтис, набравшие по 15 очков. Россияне занимают 4-е место в турнирной таблице лиги, одержав 12 побед в 18 встречах. «Жальгирис» идет на 8-й позиции, имея на счету 11 побед в 20 играх. В следующем матче «Зенит» дома сыграет с турецким Анадолу Эфес. Матч пройдет 21 января. Магнитогорский «Металлург» на своем льду со счетом 3-2 обыграл уфимский Салават Юлаев в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе победителей шайбы забросили Артем Зимченок, Николай Прохоркин и Филипп Холим. У гостей взятия ворот провели Маркус Гранлунд и Александр Алексеев. Магнитогорцы одержали вторую победу к ряду и занимают 4-е место в таблице Восточной конференции, набрав 59 очков. Уфимская команда располагается на 3-й позиции, имея в активе 60 пунктов. В следующем матче «Металлург» дома примет Ярославский «Локомотив», а Салават Юлаев на своей площадке встретится с Череповецкой «Северсталью». Обе игры пройдут 19 января. Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с нидерландским полузащитником Йоритом Хендриксом. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Детали соглашения пока неизвестны, однако инсайдеры утверждают, что контракт носит долгосрочный характер. На протяжении всей карьеры 25-летний Хендрикс выступал за голландский ПСВ. За это время он провел 239 матчей. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 16 официальных играх, в которых результативными действиями не отметился. Также на его счету один матч в составе национальной команды Нидерландов. Футболист уже прошел медобследование и в скором времени присоединится к команде на сборах, которые проходят в Дубае. Якутские спортсменки завоевали 22 медали на первенстве Дальневосточного федерального округа по боксу. Соревнования прошли в Приморском крае. В активе якутянок 7 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. На высшую ступень пьедестала взошли Даяна Сивцева, Маргарита Белоглазова, Александра Слепцова, Татьяна Владимирова, Ая Стручкова, Айсулу Шамаралиева и Алия Аканосова. Добавим, что представительницы сборной республики помимо медалей завоевали 13 путевок на первенство страны. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!